бош уақытты дағы біз қолдан келишинче тура пайдаланганга аракет кылалы. В Москве в Крокус-Сити-холле, который вмещает более 7000 человек, прошло мероприятие «Мавлид ан-Наби», организованное представительством Духовного управления мусульман Кыргызстана в России. В этом году организаторы выбрали тему ценности жизни. Этому способствовала пандемия коронавируса, унесшая немало человеческих жизней. Чтобы люди говорили о тебе хорошо, не обязательно умирать. Давайте при жизни ценить и уважать друг друга. Один человек после смерти просит Бога вернуть его на этот мир. Бог у него спрашивает, а для чего? А он отвечает, что хочет сделать благие дела. Соотечественники, надо при жизни думать об этом и делать благоугодные дела. Когда мы на прошлой неделе провели мероприятие тоже на этой площадке, которая называлась «Кто я?», как раз группа людей там окружила меня, и как раз это в большей степени были киргизы. Я говорю, вот я, увидев, и даже сегодня, находясь среди вас, понимаю то, что во многом будущее не только вашего государства, не только Кыргызстана, но и будущее России и нашего города Москвы во многом, в том числе, зависит от вас. В самом начале вечера зрители в зале смогли получить ответы на наболевшие вопросы. Они касались семейных ценностей, обязанностей супругов перед друг другом, детьми и родителями. Актеры мигрантского театра «Аян» поставили сценку, где дети оставляют пожилую маму в доме престарелых. Многие в зале не смогли сдержать слез. Эгер мазлум укугу тепселген, сенин өмүр жолдошуңдун энеси кайненең болсо. Невестки, цените и уважайте родителей мужа, так же, как и муж должен уважать родителей жены. Они родили вас, вырастили, дали все, что смогли. Когда придет ваш черед, не забывайте об этом. Мавлид ан-Наби проводится в Москве не первый год. Соотечественники отмечают, что приходят сюда за духовной пищей. Во-первых, дают это духовное развитие. Духовное развитие, там семейное это благополучие, там как жить надо. Сюда приходят, чтобы напоминать себе, для чего рожден человек, как говорится. И, наверное, здесь тоже мы должны прорабатывать не одностороннее, не духовному призывать, а, наверное, государственности, ценности и ценности этого государства внутри уже помочь им понять свою религиозную культуру. В мероприятии присутствовал директор Госкомиссии по делам религии Медер Карабаев. Он зачитал обращение президента к соотечественникам. Наша цель – оказывать всестороннюю помощь соотечественникам. Мы идем к тому, что в посольстве Кыргызстана в России можно будет получить все документы, начиная от ID-карт до водительских прав. Ценные наставления признанных ученых-богословов, песни о родине. В зале царила атмосфера единения. Мирбек Мулдакунов, Аскар Уланулу, Алату 24, город Москва.